И хотелось бы продолжить тему вкладов в развитие социальной и экономической жизни нашей страны. С нашим первым гостем у нас в студии в прямом эфире в проекте Prime Time Владимир Лих, заместитель председателя правления Банка развития Казахстана. Добрый вечер. Добрый день. Ну, насколько я понимаю, за 7 лет предыдущая экономика страны продемонстрировала существенный рост ВВП. Если вот здесь верные у меня цифры, значит, почти 306 миллиардов долларов. Страна вошла в топ-50 крупнейших экономик мира. Мне кажется, действительно стоит этим гордиться. А вот какую роль в этом процессе сыграл, собственно, БРК? Ну, прежде всего, в соответствии с законом о Банке развития Казахстана, банк уполномочен на реализацию государственной инвестиционной политики и стимулирование промышленности Республики Казахстан. За всю историю банк профинансировал более 200 инвестиционных проектов на сумму 19 триллионов тенге. В 2025 году объем направленных средств на финансирование Банком развития Казахстана составил 2,2 триллиона тенге. Таким образом, банк является одним из инструментов реализации инвестиционной политики государства и реализации устойчивого экономического роста нашей страны. Ну, это на самом деле впечатляет. Но когда речь идет об инвестициях, а особенно об инвестициях в основной капитал, я так понимаю, что это своего рода признак доверия к экономике. Но тем не менее, согласитесь, что риски, они могут присутствовать всегда в проектах. А каким образом вот вы и ваши коллеги минимизируете, собственно, эти риски? Видимо, используются какие-то специальные подходы? Ну, банк прежде всего сконцентрирован на финансировании именно проектном, то есть это финансирование новых заводов с нуля, а также модернизации действующих производств. Если мы говорим о реализации новых проектов, именно проектном финансировании, то риски можно грубо разделить на два направления. Первое направление – это риски, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию непосредственно завода. И второе – это эксплуатационные риски, уже связанные непосредственно со сбытом продукции, когда он уже с поставкой сырья, да, и так далее. То есть банк очень внимательно относится с точки зрения анализа проектных рисков, смотрит на технологическую составляющую, смотрит на репутацию поставщиков и подрядчиков, которые будут осуществлять те или иные работы в рамках реализации проекта. Очень внимательно смотрит с точки зрения социальной ответственности предприятия, с точки зрения экологического влияния нового завода. То есть не только прибыль важна? Да, конечно. И с точки зрения участия казахстанских товаропроизводителей, поставщиков товаров, работ и услуг, которые закупаются в рамках реализации проекта. Ну, еще одно направление, насколько я понимаю, это инфраструктурные проекты. И вот когда речь идет вот о таких, иногда это очень масштабные, очень такие дорогие и долгие проекты, я понимаю, что от них, по сути, зависит будущее страны. А вот сейчас из крупного и масштабного, что у вас в портфеле есть? Ну, можно однозначно сказать, что с точки зрения развития индустриализации и развития промышленности в целом, нужно параллельно развивать и инфраструктурные проекты, потому что они обеспечивают как необходимыми ресурсами новые предприятия, так и обеспечивают коридор сбыта продукции как внутри Казахстана, так и по поставкам на экспорт. Если говорить непосредственно о проектах, которые находятся на сегодняшний день в портфеле банка, то это такие проекты, как модернизация алматинских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, это проекты по проведению интернета в селах, это проекты по развитию покрытия сотовых операторов сотовой связью, это проекты по модернизации и развитию автомобильных дорог, проекты по обновлению вагонного парка и прочие проекты. Кроме того, мы очень много внимания и средств направляем именно на развитие альтернативной энергетики. На сегодняшний день можно сказать, что в районе 24% всех вводимых мощностей, получаемых в результате возобновляемых источников, профинансированы в том числе с применением Банка развития Казахстана, инструментов Банка развития Казахстана. Ну, это на самом деле здорово.
мне, как обывателю, скажем так, своя рубашка, как говорится, ближе к телу, поэтому мне интересно по поводу проектов в ЖКХ. Вот вы упомянули уже ТЭЦ в Алматы, а вот если, так сказать, взять и другие регионы, и вообще в целом по стране, есть что-то масштабное? Ну, масштабная в целом была разработана правительством Республики Казахстан национальный проект по модернизации энергетических и коммунальных секторов. В рамках данного национального проекта Банк развития также выступает одним из финансовых операторов данной программы. И очень большое внимание планируется уделять именно финансированию модернизации ЖКХ, так как это не только социальная ответственность, но и также это необходимо с точки зрения дальнейшей индустриализации и развития новых проектов в области промышленности. Ну да, Потому кто-то что- же должен, так сказать, и жить и работать там. Все верно, потому что, опять же, если мы возвращаемся к рискам, как мы оцениваем риски, при рассмотрении того или иного проекта мы обязательно смотрим доступность инфраструктуры. Ага. Но я подозреваю, что при вот оценке рисков не только ваши специалисты принимают решения, но и есть какие-то цифровые решения, цифровые инструменты, которые позволяют, скажем так, оценить все это и, может быть, даже отсеять какие-то априори неправильные решения на раннем этапе без участия человека, или нет? Конечно, в этом плане банк тоже стремится к тому, чтобы идти в ногу со временем. На сегодняшний день мы автоматизировали подачу заявки со стороны наших заявителей. Подача заявки осуществляется в личном кабинете, не обязательно приезжать в офис банка. То есть все документы подаются в цифровом либо в сканированном вариантах, анализируются. Кроме того, на сегодняшний день в внутренних процессах уже внедряются и ассистенты, которые позволяют более быстро где-то принимать решения, где-то упрощать, где-то находить точки для того, чтобы оптимизировать те или иные процессы. Ну и в завершение не могу не спросить про поддержку экспорта. Вы, собственно, уже упомянули, что если производственный проект в том числе ориентирован на внешние рынки, то, так сказать, это уже хорошо. Но если, так сказать, говорить о конкретных уже инструментах поддержки, что вы можете предложить тем производствам, тем компаниям, которые ориентированы именно на экспорт, на то, чтобы производить продукцию высокого передела и предлагать ее внешним рынкам? Ну, на самом деле здесь можно сказать, что Банк развития участвует во всех, так сказать, жизненных циклах именно создания экспортного продукта, потому что он как реализует сами активы, которые будут создавать этот экспортный продукт, то есть создание новых заводов. Также он финансирует инфраструктуру, которая необходима именно для того, чтобы данная продукция была доставлена до конечного потребителя. И финансирует непосредственно уже сами экспортные сделки для того, чтобы у компании был необходимый оборотный капитал, либо же банк также может гарантировать эти экспортные сделки. В целом можно привести ряд примеров. Допустим, на сегодняшний день масложировая продукция у нас является одним из таких экспортных серьезных примеров, когда мы от экспорта масла семян перешли к экспорту уже самой продукции масла и масложировой продукции. Ну вот, собственно, да, действительно конкретный пример. А тогда казахстанским предпринимателям и, так сказать, тем, кто хочет стать ими, осталось только воспользоваться этими инструментами. Мне же осталось только напомнить, что сегодня первым гостем нашей студии был заместитель председателя правления Банка развития Казахстана Владимир Али. Огромное вам спасибо. Вам спасибо.